Здравствуйте, меня зовут Елена, и я вас сегодня познакомлю с технологией изготовления замечательных, очень экологически чистых поделок и игрушек из сена. И сегодня мы с вами делаем оберег для жилища. Это мудрая хозяйственная сова. Сено у нас, вот мы его подготовили к работе. Для этого мы берем воду и тщательно побрызгали водой. Вот таким вот образом. Для чего я это делаю? Для того, чтобы сено было пластичное, мягкое, не кололось, не вызывало никаких неприятных аллергических реакций, чтобы не было пыльцы, чтобы не было пыли и чтобы можно было что-то из него сделать. Вот. Мы с вами начинаем, берем небольшой пучок сена, вот таким вот образом. Вот взяли. Так, хорошенечко свернули. Наша задача получить вот такой вот комок. Вот. В качестве, можно, конечно, было взять и форму, то есть какую-то форму сделать. В качестве формы можно было использовать кусок газеты или полиэтиленовый пакет, собранный тоже в комочек. Вот такой вот комочек у меня получился. Это в том случае мы делаем, берем форму, если какая-то у нас дефицит сена, то есть сена не так много. Но в данном случае сена у нас в достаточном количестве, поэтому мы не экономим и берем сразу, начинаем, берем ниточку. Так, мы берем ниточку в ту руку, которая у нас рабочая, у меня правая рука, и я начинаю вот так вот обматывать весь комочек. В разных направлениях стараюсь. Моя задача сделать такой достаточно плотный, такой вот комок. Вот, во всех направлениях я кручу. Ой, прыгает. Волшебная нитка. Так, нитки я беру армированные, это очень важно. Вот, для работы нитки беру под цвет скошенной травы, для того, чтобы у меня не сильно не выделялись. Если бы у меня был другой образ, например, рыбки, да, я могла бы взять другие нитки, например, цветные какие-нибудь. Так как у рыбки разноцветная чешуя, она блестит и позволяет там использовать разные цвета. Так, ну вот посмотрите, пожалуйста, у меня уже комочек готов. Вот таким вот образом. Все, я уже его сделала. У меня уже все получилось. Значит, теперь можно нитку оторвать. Я отрываю нитку. Для своей птички я делаю прическу. Лишние все вот эти вот травиночки я убираю. Это можно и не делать, тогда ваша птичка будет более взъерошенная. Что у совы есть? У совы есть крылья, конечно же, да? Значит, как и у любой птицы. Для этого я беру небольшой пучок сена. Таких заготовочек надо сразу сделать два крыла. Беру небольшой пучок сена, сворачиваю. Вот получилось у нас вот так вот. И тоже таким же образом я наматываю. Но наматываю не все. Не весь пучок. До какого-то момента я намотала. У меня получилось вот такое вот крылышко. Вот таких заготовочек надо сделать 2. Так, ниточку отрываю. Вторую заготовочку мы делаем аналогично. Единственное, что надо посмотреть, чтобы 2 заготовочки были примерно одинаковые. Все-таки 2 крыла, да, чтобы они были более-менее одинаковые по размеру. Хотя, может быть, это и не принципиально. Чтобы прям сильно-сильно они были похожи. Так. Ну вот я намотала, отрываю ниточку, сравнила. Ну, посмотрите, вот такие у меня получились крылышки. Так, теперь я им тоже делаю прическу. Значит, для этого, смотрите, особенно вот здесь вот я немножечко подровняла, закруглила вот здесь, да, вот так вот, пальчиками расплющила. И еще раз. Так, вот так. Ну вот, получилось 2 заготовки. Посмотрела, как они будут к моей птичке. Ну, замечательно. Так, теперь у птицы мы делаем клюв. Поскольку сова – это хищница, клюв должен быть хороший. Значит, для этого я беру вот такой замечательный материал. Называется этот материал сизаль. Сизаль – это, по сути, тоже сено, только импортного происхождения. Делают его из агавы. Вот, агава такое растение есть. И оно очень плотное, крепкое, из него еще плетут канаты. Я беру небольшой пучок сизаля, сворачиваю. Так, вот таким вот образом. И накручиваю, заматываю ниточкой. Это я заматываю клюв в нижней части. Так, сейчас мы нитку найдем. Так, ну вот так вот. Вот я замотала клювик, заматываю все плотно. Так, ну и, конечно, контролирую, какой должен быть клюв по размеру, да,
чтобы он был не сильно большой, но и не сильно маленький. Помним о том, что это у нас хищница. Так, теперь вот разъединяю. И вот здесь тоже можно немножко зафиксировать. Ну, как-то вот так. Так, отрываю ниточку. Ну, давайте посмотрим, примерим, что же у нас получилось. Для этого, смотрите, приложила. Ну, вы уже, наверное, увидели, что уже образ птицы-то у нас уже и есть, да? Видите, он уже появился, образ птицы. Вот. Теперь нам необходимо что сделать? Теперь нам необходимо все это дело закрепить. Для этого мы берем термопистолет. Теперь посмотрите, пожалуйста, мы берем нашу заготовочку, посмотрели, с какой стороны она более приятная, ну, симпатичная. Так, ну, где-то, наверное, вот так вот. Хорошенечко промазываем клеящим пистолетиком. И очень быстро прикладываем к нашей птичке. Ну, вот таким вот образом. Приложили, прижали, расправили. Это у нас замечательные бровки у нашей птицы. Так, вот это вот можно сразу постричь. Тут что-то у нас лишнее. Оп. Так, ну вот как-то вот так. Видите, получилось. Так, теперь мы с вами приклеиваем наши крылышки, да? Крылышки то же самое промазываем пистолетиком, намазали. Так, ну вот так вот. И приложила. Одно крылышко. Приклеиваю другое крылышко. Так, два крыла на месте. Значит, получились несколько большие, да? Поэтому можно смело их немножко подровнять. Ну, как-то вот так. Вот. Так, здесь можно тоже сделать. Все время на каждом этапе проверяем, смотрим, как нам ее делаем оперение более презентабельным. Так, нам нужна шпажка. Значит, берем шпажку для шашлыка. Вот она шпажка. Вот она шпажка. Так, и острый кончик шпажки хорошенечко промазываем клеем и сажаем птичку на шпажку. Вот так. Вот таким вот образом. Так, теперь подбираем глаза. Для глаз я использую вот такие вот шарики. Значит, продаются в магазинах. Открываем шарики, подбираем. Поскольку глаза у нее очень яркие, значит, я выбираю вот такие вот шарики, ярко, вот такого лимонного цвета. Можно брать и канареечного цвета, можно и рыженького цвета взять. Хорошенечко промазываю и приклеиваю шарики. Вот так один и второй шарик. Значит, получаются вот такие вот глазки. Глазки готовы, нам необходимо сделать зрачки. Для этого я беру бусинки. Так, у меня есть бусинки деревянные, темного цвета. Так, я подбираю бусинки. Ну вот, например, вот такие вот. Можно использовать пуговицы, можно использовать зернышки, можно использовать фасоль. Все, что у вас есть под рукой, это все подойдет для нашей работы. Так, ну вот в данном случае я вот такие вот беру бусинки и приклеиваю. Вот такая смешная получилась сова. Нам теперь осталось сделать лапки. И чтобы это было оберегом для жилища, нам необходимо в лапки поместить колоски. Вот они колоски. Вот они. Выбираю, ну, я беру 3 колоска. Вот 1, 2, 3. У меня есть вот такой вот материал, который называется рафия. Рафия это тоже, по сути, сено, только импортное, и делают его из африканской пальмы. Из листьев африканской пальмы. Только в отличие от сизаля, рафия материал такой более хрупкий, нежный, используется во флористике. Я выбираю подходящую ниточку из рафии, посмотрите, вот такую, чтобы лапки были яркие, да? Хорошенечко привязываю к основанию птички. Так вот и привязала. Так, теперь я беру колоски, красиво их собираю пучком, делаю вот такой вот маленький букетик из колосков, вот такой букетик, и привязываю вот сюда вот. Делаю бантик. Лишние хвосты можно подрезать. Так, у меня получается вот таким вот образом. Вот так. Так, теперь, чтобы вот это вот не болталось у нас, можно тоже капельку клея и прижать. Наша птичка готова. Ее можно посадить в горшочек с цветком. Вот, и можно будет с помощью этой птички, смотрите, ухаживать за цветами. То есть совершать вот такое вот разрыхление почвы. Ну, как-то вот так.